долгожданную пресс-конференцию. Меня зовут Телибалдуул Элизар, я являюсь президентом правления общественного объединения «Достояние Республики» и буду модерировать сегодняшний процесс. Основной целью нашей пресс-конференции является дать информацию о целях, задачах, направлении деятельности, территории охвата, проекта продвижения этнического равенства и гражданского участия, реализуемая Институтом по международному сотрудничеству Немецкой ассоциации народных университетов DVV International, Общественное объединение «Достояние Республики» и Общественное объединение Юзов Ош при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы «Инструмент стабильности». Как вы посмотрите на программу пресс-конференции, сегодня будет выступать у нас Клаудио Хок, является атташе представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике в рамках программы, в которой был профинансирован проект. Надежда Романенко является главой представительства DVV International в Кыргызстане. Ливан Квачадзе, региональный руководитель DVV International по Центральной Азии, штаб-квартира в Ташкенте. Акмарал Сатинбаева, исполнительный директор общественного объединения Юзов Ош, штаб-квартира в Ваше находится. И общественное объединение «Достояние Республики» Евгений Бодиловский, в лице исполнительного директора, который базируется в городе Бишкек. Для ознакомления и для краткой информации об инструменте стабильности, в рамках которого был профинансирован этот проект, хочу предоставить слово Клаудио Хок, атташе представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике. Пожалуйста. Good morning. Доброе утро. Yes, my name is indeed Claudia Hock and I work for the European Union delegation here in Bishkek. Attaché is the one word, the other word is just project manager. Меня зовут Клаудия Хок, я представляю Европейский Союз в Кыргызстане, представительство атташе или просто как менеджер проекта. I am a project manager for the Instrument for Stability and I'm very pleased that we kind of in the framework of a call for proposal could select such an interesting project that's going to be presented to you today. Я являюсь проектным менеджером программы «Инструмент стабильности». В рамках данной программы был объявлен конкурс среди гражданского общества, и вот сегодня мы представляем один из интереснейших проектов, которые были поддержаны нами. A call for proposal, we fully understand that is a difficult exercise for the applicants, but believe me, it's also a lot of work for a delegation. And again, we were happy to do it because we were looking forward to the outcome. На самом деле, вот процесс вообще объявления конкурса и отбора — это очень нелегкий процесс, и в этом это не только для тех заявителей, но и для представительства Европейского Союза есть ряд задач, и мы с удовольствием это делаем. Now, for the instrument for stability, the project the organizations will present it themselves, so they know much better. So I talk a little bit about the instrument for stability, just for you to better understand what's the context in which we support such activities. Насчет организации, каждая организация сами представится, но я бы хотела немножко упомянуть о самой программе «Инструмент стабильности», в каком контексте мы работаем. It is a very specific budget instrument by which we can relatively quickly provide assistance. Provide assistance, support. Есть особый бюджетный инструмент, через который мы производится система поддержки. Okay. It is that this instrument was used in Kyrgyzstan to support stabilization processes after the various events in 2010. Данный инструмент был использован нами во время, в 2010 году после событий
данный инструмент стабильности был использован. And kind of this is short-term measures then, kind of for short-term. Just to give you an idea about how much it was after 2010 until now, we had approximately payments of approximately 16 million euros. Вот с 2010 года по настоящее время на данную программу мы примерно выделили 16 миллионов евро. And this was then kind of emergency response, then first stabilization, human rights work, and we now go into peace building. Если в первые этапы это были как это? Да, больше гуманитарная помощь, дальше деятельность была направлена на стабильность, а сейчас на права человека, а сейчас больше направлена на предотвращение или же на усиление этнических... На peace building. На миростроительство. Миростроительство. And there was a major NGO project, and this one, but it was kind of the major NGO project, you might have heard about it, was about conflict mitigation and peace building, and implemented by a consortium of NGOs. And this was still kind of the short-term one, kind of the quick response one. This one here, the organizations had time to longer prepare, and the project will last a little bit longer. The last sentence? Will last a bit longer. За этот период множество проектов, программ, то есть организаций были поддержаны, деятельность которых была направлена на предотвращение конфликтов или на стабилизацию конфликтов. Okay. Thank you. Спасибо. Спасибо большое, госпожа Хок. Слово предоставляется Надежде Владимировне Романенко, глава представительства DVV International в Кыргызстане. Надежда Владимировна расскажет о проекте, о целях и задачах, направлении деятельности, территории охвата, то есть даст полную картину данного проекта. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, деятельность проекта рассчитана на 2 года, и с января 2014 год по декабрь 2015 года включительно. Реализация проекта будет в 5 дислокациях Кыргызстана, 4 области: Ошская, Джалалабадская, Баткенская и Чуйская области, в городах Ош, Жалабад, Баткен, Бишкек и Токмок. Проект нацелен на внесение вклада в укрепление мира и согласия в Кыргызской республике, снижение межнациональной и межрелигиозной напряженности через развитие потенциала молодежных организаций. Основные виды деятельности распределены, скажем, по 3 компонентам. Первый компонент – это укрепление потенциала молодежных организаций, в частности, местных организаций ЮЗО, ФОШ и Достояние Республики, а также и молодежных инициативных творческих лидерских групп. То есть это первый компонент. Второй компонент – это работа молодежных творческих инициативных групп, совместная работа по созданию продуктов, по продвижению мира и согласия, укреплению толерантности и межнационального согласия. И третий компонент – это информационная поддержка, повышение уровня осведомленности широких слоев населения с акцентом на молодежь о проекте, о программе, об основных принципах мирного, скажем, сосуществования и взаимопонимания. Основной компонент – это работа молодежных групп. Значит, в рамках проекта молодежь с различным религиозным, региональным, культурным, социальным происхождением станут участниками 25 творческих инициативных групп,
в которые будут входить представители различных групп молодежи. Это представители субкультур, представители молодых профессионалов, творческой активной молодежи, молодежных лидеров. Это молодежь, которая вот сейчас уже увлечена граффити, фотографией, блогингом, созданием мультипликационных фильмов, социальных роликов. Сюда в эти группы войдут молодые художники, молодые журналисты, танцоры, певцы. То есть активная молодежь, которая может внести вклад в развитие страны и продвижение мира и согласия. Участники групп будут совместно работать по интересам и над созданием неких продуктов по продвижению мира и согласия. Это могут быть социальные ролики, мультипликационные фильмы, может быть, это будут настольные игры, может быть, они будут организовывать флешмобы, исторические хроники собирать, плакаты, открытки, все что угодно. В ходе реализации проекта они сами предложат, что им наиболее интересно, что их привлекает, и через какие инструменты или через что они могут передать вот свой призыв к молодежи, в общем к населению Кыргызстана, призыв к миру, к взаимопониманию и, скажем, к дружбе, да? И вот эти продукты, они будут представлены широкой общественности на фестивалях, выездных концертах, каких-то мобильных выставках, фотовыставках, дебатах, городских каких-то мероприятиях. Будет проведено два очень больших мероприятия, это телемосты между Ашом и Бишкеком с участием и молодежных групп, и представителей местной администрации, и диаспор. И также эти телемосты, и также будут проведены еще и обменные визиты молодежных групп. С южных регионов группы приедут в северные регионы, из северных регионов молодежные группы приедут в южные регионы. И это поможет молодежи обменяться своими творческими успехами, взглядами на миротворчество, миростроительство, лучше понять друг друга и совместно обсудить вопросы развития страны и укрепления мира и согласия. Спасибо большое, Надежда Владимировна. Наверное, уважаемые коллеги, все вопросы-ответы мы оставим на конец пресс-конференции, для того, чтобы нам... Пресс-конференцияның кичине аяқтап атканда андай айтып берели. Кичине кыйынчылыктар болот. Акмарал Сатинбаева өзүн организация жөнүндө айтып берип атканда, ошо проекти дагы кыскача кыргызча айтып кетилет. Следующее слово предоставляется региональному руководителю по Центральной Азии DVV International Ливану Квачадзе, который расскажет о деятельности DVV в Центральной Азии и в мире. Спасибо, Элизар. Добрый день, приветствую вас всех. Я Ливан Квачадзе и представляю Немецкую ассоциацию народных университетов. Наша ассоциация является национальным объединением образовательных центров для взрослых по всей Германии. Наша организация основана в 1953 году, и уже с 1969 года мы во всем мире осуществляем программы развития, программы, нацеленные на снижение бедности и программы для продвижения гражданского образования, для уменьшения конфликтного потенциала и так далее. По Центральному азиатскому региону мы работаем с 2002 года. Для нас большая честь реализовывать проекты, которые профинансированы немецким правительством. Кроме этого, мы уже реализовывали, и вот как раз сегодня представляем еще один европейский проект, который как раз поддерживается Европейской комиссией. В связи с этим хотел бы воспользоваться случаем и поблагодарить делегацию Евросоюза за то, что нам предоставлена с партнерами возможность внести свой маленький вклад в ту помощь, которую Евросоюз оказывает Киргизстану и Центральной Азии в целом. Почему для нашей организации интересно делать такие проекты? Исходя из принципов солидарности, исходя из принципов глобального гражданства, мы считаем, что это является нашим долгом
как граждан Германии, делать что-то для продвижения, для развития во всем мире. Как раз из-за этого у нас в нашей ассоциации существует Институт по международному сотрудничеству, как раз этот институт я представляю, и проекты, которые мы осуществляем, как я уже сказал, они имеют 2-3 главные направленности. С одной стороны, они все нацелены на демократические преобразования, на развитие, на снижение бедности. И, конечно, один из главных тем, с которым мы работаем, это гражданское согласие и снижение конфликтного потенциала.